Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Школы, дороги, медицина и жилье. Подведены итоги двухлетней реализации нацпроектов. Якутия готовится к встрече паводка. Какие работы ведут в Хангаласском улусе? В сокровищнице Якутии открылась выставка. Она посвящена годовщине Великой Победы и юбилею героя Федора Попова. Школы, дороги, медицина и жилье. Подведены итоги двухлетней реализации национальных проектов, предложенных президентом Владимиром Путиным. На сегодня из 86 нацпроектов в республике действуют 44, 7 из них реализованы. Один из наиболее капиталоемких – это проект «Демография». Сюда входит поддержка семей при рождении детей, выплата пособий, материнского капитала, в том числе республиканского. Всего за 2 года господдержку получили 38 тысяч якутских семей. Введено 13 детсадов, где создано более 2000 рабочих мест. А при поддержке Фонда будущих поколений для реализации программы «Лаборатория детства» до 2023 года выделят более 15 миллионов рублей. Эти средства направят на нацпроект «Ранняя помощь», цель которого – расширение сети центров ранней помощи в районах республики. В Минтруде Якутии накануне обсудили вопросы работы единого ресурсного центра ранней помощи. Отмечается, что своевременное выявление нарушений в развитии человека и его реабилитация существенно влияет на его инвалидность. В этом году планируется внедрить в работу Центра ранней помощи в Горном, Вилюйском, Чурапчинском, Ленском, Алекминском, Жиганском районах и в городе Якутске. Пожар на Зеленом лугу в Якутске ликвидирован. Пожарные тушили огонь практически весь день и справились с ним примерно в 19 часов накануне вечером. Напомню, о возгорании сухой травы сообщили примерно в полдень. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем, уточнили в пресс-службе МЧС по региону. Работы по тушению пожара на площади 2 гектаров вели 5 человек и 1 единица техники. В Хангаласском улусе ледоход ожидают 15-16 мая. В зону вероятного подтопления попали 12 населенных пунктов района. Развернуты 14 пунктов временного размещения и 3 палаточных городка. О том, как готовиться к весеннему половодью в улусе, расскажет Виолетта Засимова. Первый мальжигарский наслег состоит из 2 населенных пунктов – села Булгуняхтах и островного села Тойонары. Территория Тойонары полностью входит в зону вероятного подтопления. 30 жилых домов, фактически проживает 101 человек. И в настоящий момент во время паводка сейчас там остались 56 человек. Часть переехала сюда, к родственникам, в другие населенные пункты, а наши школьники в пункт временного размещения. В наслеге развернуты 3 пункта временного размещения, 2 в Булгуняхтахе и 1 в Тойонары. Они обеспечены запасами провизии, питьевой воды, обеззараживающих средств и спальных мешков. Внимание, внимание! Проверка экстренного оповещения. Система экстренного оповещения полностью прошла проверку в этом году, и их у нас 2 единицы. Это в селе Булгуняхтах и в селе Тойонары. Они полностью исправны и работают. Его используем во время чрезвычайных ситуаций. Последний крупный паводок в Тойонары случился в 1998 году. Тогда небольшое островное село полностью ушло под воду. В этом году очень сложно прогнозировать. Все равно все говорят, и в итоге у нас 50 на 50. Но, как говорится, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Также склоняется к тому, что нынче прогноз весеннего половодья неоднозначный, и руководитель единой дежурно-диспетчерской службы района Джилустан Андреев. Вот так вот смотреть, лед не такой уж толстый, среднестатистический. Так, прохождение прогнозируется тем, что очень много снега в нашем районе, в целом по всей республике. Поэтому, посмотрим, будем готовы. Как только ледоход достигнет территории улуса, за ним можно будет наблюдать в режиме онлайн. 7 камер видеонаблюдения уже установили в нескольких населенных пунктах. В селах Титары, Улаханан, Булгуняхтах, Ой, в поселках Махсагаллох и Верхнем Бестях и в городе Покровске. Видео уже доступно на сайте saha.gov.ru «Ледоход». Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
Награда нашла своего героя. Якутские оперативники разыскали родственников пермского ветерана Великой Отечественной войны. Им вручили утерянную боевую награду их деда Павла Петровича Осокина. Оказалось, что подполковник милиции в отставке Андрей Марков, разбирая архив отца и деда, неожиданно обнаружил орден славы, не принадлежавший его деду. Расспросив стариков родственников, оперативник выяснил, что этот орден был найден еще в далеких 80-х годах его отцом прямо на улице в Якутске. Родственники пытались отыскать владельца боевой награды, писали в военкомат, уточнялись в якутских архивах, но все оказалось тщетно. Тогда Марков, уже будучи в отставке, обратился с находкой за помощью к коллегам-оперативникам. Буквально в течение недели бывшие оперативники, а бывших оперативников не бывает, Наиль Кудашев и Андрей Марков установили личность солдата. Как оказалось, это пермчанин Павел Петрович Осокин. К сожалению, награда в живых не застала этого ветерана, но орден будет вручен в торжественной обстановке его племяннице Людмиле Ивановне Мельковой в селе Половодово Пермского края 9 мая 2021 года. Жители Якутска присоединились к ежегодной всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» в дистанционном формате. Накануне вечером в память о жертвах Великой Отечественной войны в окнах и на балконах домов горожане зажгли свечи. Напомню, в этом году в связи с пандемией все мероприятия проходят в дистанционном режиме. Мэр Якутска Евгений Григорьев выступил с инициативой, чтобы жители города зажгли свечу дома самостоятельно. Многие рассказали об участии в патриотической акции «Свеча памяти» на своих страницах в соцсетях. В сокровищнице Якутии открылась тематическая выставка, посвященная годовщине Великой Победы и столетию героя Советского Союза Федора Попова. Экспонаты для сокровищницы предоставил музей имени Ярославского. Подробнее в материале с Аргланой Неустроевой. Федор Попов – первый сын якутского народа, получивший звание Героя Советского Союза. В 1943 году благодаря его отваге и мужеству удалось отстоять бой при Днепре. Он самолично уничтожил более 70 вражеских солдат. Однако земляки героя отзываются о нем как о простом и добродушном парне. В общем-то, в этом году исполняется 10 ноября 100 лет школе, носящей его имя. А через месяц, 8 декабря, исполняется ровно 100 лет со дня рождения Федора Кузьмича Попова. Федор Кузьмич был очень подготовленным человеком был во всех отношениях, и физически, и морально, и духовно. Даже в своих записках с фронта Федор Попов не переставал интересоваться жизнью земляков и беспокоиться о хозяйстве. Записи, кстати, тоже представлены в экспозиции сокровищницы. Он начал работать в колхозе, там стал он бригадиром, был тоже очень активным, был очень строгим не только к другим рабочим, но и к себе в первую очередь. И поэтому его очень любили, уважали, потому что он был не только хороший работник, но и очень грамотный человек. Еще один по-настоящему ценный экспонат – крупный алмаз, названный в честь героя. Его масса превышает 60 карат, а качество, что называется, ювелирное. Стоит отметить, что алмаз уникален, он ювелирного качества, октаэдрической формы, массой более 60 карат. Был добыт в 1993 году в трубке «Удачная». То есть такие алмазы, они редки, как и наш герой Федор Попов, первый из народа Саха, герой Советского Союза. На момент подвига ему был всего 21 год. Погиб Федор Попов в том же 1943 году. Звание Героя Советского Союза солдат получил уже посмертно, однако подвиг его не забыт. Посетить выставку и лично ознакомиться с историей великого героя можно будет до конца мая. Сарглана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Этой весной выросли цены на шашлык. В среднем по России его стоимость 400 рублей, посчитали аналитики. Что именно подорожало в шашлычном наборе и где можно приготовить самый дешевый шашлык, выясняли наши коллеги. Главное украшение любого пикника – шашлык, самое весеннее из всех блюд. В Якутии, где весна приходит позже, шашлычный сезон как раз выпадает на майские праздники. Правда, пожарить мясо в этом году обойдется дороже. Аналитики агентства «Чек Индекс» посчитали так называемый индекс шашлыка.
Удовольствие поесть шашлык, по данным агентства, обойдется в 1958 рублей на человека. В прошлом году такой же набор стоил 1561 рубль. Речь именно о стартовом, когда вы впервые покупаете все от мангала до специй. Логично предположить, подорожала самая важная составляющая шашлыка – мясо. Оказывается, незначительно. На ленском рынке цена прежняя. У нас также говядина осталась. 500 рублей 480, а в магазинах, да, 525 вырезка. Ну и сейчас, говорят, с июля опять новый будет привоз, опять будет все дорого. Насколько это правда и неправда, мы не знаем. Но у нас пока еще цены старые. А выросли в цене не продукты, а шашлычное снаряжение – мангалы, решетки, жидкость для розжига. Какой конкретно стартовый набор посчитали аналитики, при составлении индекса шашлыка мы не нашли. Поэтому решили составить свой список и выяснить, сколько потратит житель Алмазной провинции на майский шашлычок. В набор первой шашлычной необходимости мы включили 9 самых необходимых пунктов. Все остальное – напитки, овощи – уже изыски. Закупать набор отправились сразу в 3 городах региона – в Мирном, Ленске и Айхале. Для чистоты эксперимента мясо брали по 1 килограмму, розжиги и уголь одинаковым объемом. Такие мелочи, как лук, кетчуп, приправы ценой значительно не отличаются. Солируют опять мясо и мангалы. Самую дорогую свинину купили в Мирном, а в Айхале не нашли дешевый мангал. Даже хлипкий, одноразовый, не дешевле 1500. Итог закупки ожидаем. Чем дальше на север, тем дороже. Самый высокий индекс в Айхале. Житель поселка отдаст за стартовый набор более 3000. Самый низкий в Ленске – 1683 рубля. Немногим дороже в Мирном – 1829. Насколько шашлык – доступное блюдо, мнение горожан разделилось. Как считаешь, шашлык дорогое блюдо или нет? Шашлык, не особо дорогое. Когда сам готовишь, по сути, не очень дорого. А если покупать, то дороговато выходит на самом деле. Да, дорогое. А почему? Потому что свинина дорого стоит, говядина, все мясо дорого. А часто себе позволяете? Да. В принципе, если сильно хочется, то, наверное, не так дорого. А часто себе позволяете шашлык? На даче так все лето можно. Если все же собираетесь освоить приготовление шашлыка самостоятельно, стоит задуматься о покупке качественного мангала и решетки. Потратитесь раз, и последующие выезды на природу обойдутся дешевле. Покупать будете только продукты. Олеся Васева, Кирилл Шолохов, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». В завершение о спорте Аял Лазарев стал бронзовым призером мирового лицензионного турнира в Сочи. Якутский супертяж выступал, представляя Кыргызстан, и, несмотря на травму колена, выложился до конца. Он провел 3 схватки и одержал яркие и волевые победы. В бронзовом финале в упорной схватке в концовке Лазареву удалось вырвать победу у Диаза из Венесуэлы со счетом 7-5 и занять 3-е место. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.